генерального директора ЯТЭК к нам еще не поступила, она на рассмотрении, так, но мы уверены, что сегодня до конца дня у нас информация будет, и сразу в оперативном порядке мы, конечно, такое оповещение сделаем, так, о подтверждении или неподтверждении анализа. Так. Но надо понимать, что сейчас по стране тысячи анализов, десятки тысяч анализов поступает, и реальная верификация результатов, она идет достаточно долго. При этом еще раз подчеркну, что все три анализа, которые здесь, в Якутске, у нас были получены, они все показали положительный результат именно по генеральному директору ЯТЭКа. Также вот все анализы, которые у нас показали положительный результат предварительный по 5 сотрудникам компании, они завтра утром будут опять же в Новосибирск отправлены. Мы ожидаем уже окончательной верификации, отказа или в отказе верификации до конца дня вторника. Вот. Вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть, что все они находятся уже в больнице, в изоляции, так, и по некоторым из них уже лечебные процедуры уже идут. Вот. Вместе также хочу подчеркнуть, что установлено свыше 100 сотрудников ЯТЭКа, которые имели контакты с данными лицами. По ним сейчас проводится эвакуация уже в обсерватор. Мы надеемся, что сегодня-завтра работы будут завершены. Ну и сотрудников ЯТЭКа, которые есть в этом списке, я, конечно, прошу тоже как можно быстрее уже самим выходить на связь и уже для того, чтобы мы их доставили в установленном порядке в обсерватор. Это абсолютно необходимо, в первую очередь, для их здоровья и здоровья их родных и близких. В остальном хочу сказать, что по республике также несколько уже отрицательных анализов поступило по многим городам. У нас и Мирно, и Ленск, и Нирингре. Вместе с тем появляются новые адреса, по которым берутся анализы. Так, они есть у нас в Намском районе, в Хангаласском улусе, в Алекнинском улусе. Вот. Мы надеемся, что они все будут отрицательные тоже так, но в любом случае эти процедуры в обязательном порядке должны проводиться. Также хочу подчеркнуть, что я вот сегодня давал комментарий, хочу уточниться, у нас по республике 361 аппарат искусственной вентиляции легких, но для того, чтобы снять вообще любые вопросы, дополнительно 36 будут закуплены. И хотел бы, пользуясь случаем, конечно же, выразить благодарность и от себя, наверное, и от всех якутян, компаниям Майтона, Индрайвер, лично Арсену Томскому, который из своих личных денег тоже выделила треть суммы, так 45 миллионов рублей будут выделены этими компаниями и Арсеном Томским для того, чтобы закупились аппараты искусственной вентиляции легких и поступили в больницы нашей республики. Очень благородный шаг со стороны компании. И, конечно, еще раз говорю, огромная им благодарность. Хочу сказать, что средства для прозрачности пойдут через фонд Харасхал. Договора уже заключены, как мне вот сейчас информировали. Деньги сегодня-завтра уже поступят. И так как это фонд в упрощенной форме, аппараты будут закуплены, и, конечно, фонд потом отчитается, куда, какие аппараты были закуплены и куда все это будет доставлено. Также хочу сказать, что ряд наших образовательных учреждений, ряд таких сервисов тоже принимает решения для того, чтобы те якутяне, которые сейчас будут находиться, скажем так, в самоизоляции, которые будут больше сейчас находиться на удаленном таком доступе, работать, могли все-таки лучше проводить свой досуг. Ряд решений, так, например, компания Сахамов, к которой я тоже обратился, они ряд фильмов на якутском языке сделали тоже бесплатными. Доступ до 10 апреля. Северо-Восточный федеральный университет сейчас принимает решение, чтобы те курсы образовательные, которые у них есть для студентов, стали доступны для школьников, для взрослых. И я уверен, что и другие компании, которые у нас работают как раз в области онлайн-образования, IT-технологий, сделают тоже такие шаги для того, чтобы якутяне как можно меньше дискомфорта чувствовали в условиях вот такой изоляции. И опять же, пользуясь случаем, хочу жителей попросить поменьше выходить из дома. Вот эта скученность в торговых центрах и так далее, она, конечно, в первую очередь опасна для тех людей, которые, и там работают, и там вот просто находятся. Здесь не надо лишний раз
идти в эти торговые центры. Вот у нас в первую очередь просьба именно по торговым центрам. Также я попросил мэра города посмотреть вопросы по ограничению времени работы развлекательных центров. Потом, если ситуация будет это требовать, может быть и по сокращению времени работы предприятий общественного питания. По предприятиям общественного питания сейчас это точно мы делать не будем ограничений, но по развлекательным вот этим заведениям круглосуточным, конечно, решение нужно было бы уже и принять в ближайшее время. Также хочу сказать, что все работы по дезинфекции общественного транспорта, междугородних такси, они все проводятся в установленном порядке. Здесь никаких перебоев нет. Я дал поручение правительству, чтобы помогли компаниям, которые занимаются завозом дезинфицирующих средств, обеспечить здесь в республике достаточный их запас. Хочу подчеркнуть также, что много ко мне вопросов поступает по сдаче билетов. Здесь хочу сказать, что авиакомпания «Якутия» и «Полярные авиалинии» со вчерашнего дня без штрафов деньги за билеты возвращают. Федеральные компании «Seven», «Аэрофлот» деньги возвращают, но штрафные сборы у них идут. И сейчас мы обратились на уровень федерации, и из других регионов, я знаю, мои коллеги-губернаторы тоже обращаются для того, чтобы этот вопрос был решен на федеральном уровне. В целом вот такая информация. Спасибо. Так. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева по эпидемиологической ситуации в регионе. Правительство России будет отслеживать ситуацию с нагрузкой на региональные бюджеты в условиях распространения коронавируса и может увеличить их поддержку. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Большая нагрузка сейчас падает на региональные бюджеты. Мы будем в постоянном режиме отслеживать эту ситуацию и при необходимости расширим меры их поддержки, сказал премьер. В целях предотвращения заболеваемости коронавирусом